Спряталась от нас. Что-то есть тоже, но мы не знаем, что. А там плоды должны быть или что там должно быть? Сейчас поедем. У меня новые соседи. Вот это Малина. Вот это Катерина. Тебе надо с медведем вместе в малиннике жить. Юлita меня. Так, друзья, обход участка планомерный, где-то там в траве, не в траве, а вон на участке где-то Маша есть. Вы ее не увидите, но она там есть. Умка. Умка, потерпи еще, потому что сейчас еще у многих огороды там что-то затопчешь ты все, и нас будут ругать, и тебя тоже. Маша где-то, ее не видно, но она здесь. Она спряталась за высокой ботвой картофеля, и сейчас мы ее обнаружим с другой стороны. Ой, скоро, Маша, косить обратно будет надо. Трава-то уже высокая. Ботва высокая, все высокое. Сейчас я развернусь потихоньку. Вот и на горизонте сейчас, наверное, увидели. Рия Олеговна где-то здесь. Вон. Спряталась от нас, от нашей камеры. Маша дергает сорняки. Ботва такая в этом году высокая, Маша, да? У картошки. Ну, да. Вообще. И... вот. Смотри, это германский гостиниц, там салат, да? Такие крупные листья. Это оба салата, да? Оба из Германии, которые, нет? Вот один вот салат, вот этот, говорит, семена из Германии прислали, а второй что-то есть тоже, но мы не знаем, что. А там плоды должны быть или что там должно быть? Там какие-то плоды есть, говорит Маша. Сорняков чуть расплодились сорняки, да. Маша сегодня занимается здесь в огороде. Ну, укроп можно уже убрать, потому что, чтобы не перезрел, как говорится, там два сорта укропа. Один вот такой крупный с зонтиками, который другой помельче. Но его можно убрать уже. Свекла нормально растет, морковка. Бархатцы что-то в этом году потерялись, Маша. Маша говорит, что когда урожай уберем, вот как прошлый год, они останутся красивые. Картошка еще цветет. И вот это идеал, говорится. Белые цветки, вот картошка идеал. Очень опять ветрено. Задувает, наверное, микрофон. Вот другой участок. Тут фиолетовые цветы. Это какой-то другой сорт. Но основной сейчас, у нас вот он сейчас основной. Едим, кушаем супом, пюрешкой. Идеал, конечно, вкуснее, но нашел ведро с сорняками отнесла.
Видите, только, ей бы только полаять. Да? Айда. Не лай так сильно, никого нету. Коты дома. Так, Маша продолжает здесь работать. У нас говорят в этом году лук. Маша говорит, что лук не уродится. Что-то с семенами, говорят, плохие, наверное, были. Севок был плохой, наверное. Такие облака. Пойду потом съезжу к Катерине еще. Она там малину собирает. Катерина малину собирает. Там есть кусты малины на заброшенном участке. Малина такая довольно-таки крупная. И уже вот немножко собрала там. Сегодня опять вышла там. Поспели опять. Я туда, к сожалению, не могу подъехать, прямо вот в эти кусты. Ну, собирает. Сейчас спрошу, сколько уже собрала. Катюша! Катюша! Катя! Унанин на чукарден! Где-то, говорит, где-то палец, да? А, 3 пальца до верха, да? Говорит, 3 пальца до верха. Примерно. Не наполнилось еще ведро это вот тут. Собирает. А так-то есть? А так есть? Говорит, есть. Собирает потихоньку. На зиму варенье там малиновое, это очень... Это вот одно из хороших народных средств. Так, на небе такие вот тучи. Вот такие. И ветер уже прохладный сегодня. А обещают где-то 14 градусов в скором времени. Так, это... Ой, на глазах бочка. Чего я пока с ней не сделал. Там надо заварить. А для того, чтобы заварить, надо выпарить эту бочку. Там соляркой воняет. И у меня в этом году что-то не получается это делать. Дядя Ваня приехал, за материалом съездил. Сколько куб стоит? 9000 куб. Куда? Зачем? Туран, я никуда не уйду. Рули. У тебя руль есть? Рули. Рули. На что в машине руль? Рулить. Вот друга. Говорит, отойди. Отойду. Сейчас. Покажу, на чем он ездил. Так, вот такой прицеп для УАЗика самодельный. Вот лодки таскать, да. Этот материал всякие можно. Вот такой самодельный, типа как лафет для пушки. 2 колеса, ось и дышло, и все. Ну и вот эти вместо бортов вот эти стоечки. Он легкий, смотри. Давай я... А куда ты ее? Куда? Зачем? А?
Давай я отвезу. О, прицеплю, да, давай. Сейчас поедем. Поедем, поудим. Сейчас. Немножко поснимаю соседей. У меня новые соседи. У нас-то есть новые соседи. Купили вот он дом. Дом заброшенный уже. Ну, как бы заброшенный дом был. Купили дом этот. Ну, сказать, не очень-то уже не в идеальном состоянии. Короче, ремонтируют этот дом. Здесь был длинный сарай, как у деревенских домов. Этот сарай убрали, веранду хотят сделать. Фундамента, прикиньте, фундамента дома не было. Он весь, нижние венцы, на 2 венца полностью сгнили. Это все подняли дом и будут цементировать, фундамент делать. Вот как он сейчас выглядит, я потом, если они разрешат, я поснимаю, как он будет выглядеть после ремонта. Вот мои соседи, молодые люди. Пока идет стройка у них. Такой дом, окна уже все. Окна уже там тоже надо на замену. Сгнили все. Крышу надо на замену. Ну сруб один остается и все. А у нас, друзья, туча надвигается. Такая мощная туча. Скорее всего, ливень польет. Я хотел сегодня съездить с сумкой на речку, ну, не побоюсь, короче говоря. Вот такая мощная туча идет, и там на горизонте это все, туча еще продолжается. И ветер с этой стороны. И, скорее всего, я не успею. Придется, наверное, отложить и заехать домой. Маша там еще все убирается. Ну, сорняки убирает с грядки. Очень ветрено. Хоть и солнечно еще, но вот эта туча закроет все. И дождь пойдет. У Катерины ведро наполнилось. Как раз успела до этого, как сказать, до дождя. Сейчас посмотрим, что она. Ну, показывай, Катерина, сколько там набрала малины-то. Ведро 7-литровое, целое. И крупная такая малина, посмотрите, друзья. Ничего себе. Вот это малина. Вот это Катерина. Хорошо. Там кустики-то нормальные. Так. Ну все. Теперь смело можно варенье варить на зиму. Нормально так урожай малины в этом году.
Умке малину принести. Ой, ветер такой. Она любит малину, смотрите, как кушает малину. Ну-ка, поставь на пол там малину. Она любит малину очень. Прям медвежонок. Обожает малину. Ты ее немножко раздави. Не ягодкой, а раздави. Она любит, когда чтобы раздавленная потом лежит. О. Вот такая умка. В малиннике. Тебе надо с медведем вместе в малиннике жить. Ладно, угощает. Все, капли пошли. Катерина, я домой бегом убежала от вас. Я, друзья, все же дождик небольшой был. Ну, небольшой так. Но если бы я на улице был, то прилично бы намок, конечно. И вот спустя где-то час после этого дождика уже все высохло опять. И мы с сумкой еще такие выбрались сюда. По дорожке, по полю побегаем. А вон Умка там уже навстречу идет. Что ты ко мне навстречу идешь? Иди вперед гулять. Пошли, Лок. Вперед давай, вперед. Бежит. Ты что, хулиганка? Совсем уже? Побегай здесь. Пошли туда. Вглубь поля. Пошли. Лок. Пока не устала, видите, она будет так и бегать. Тебе бы телегу прицепить, конечно. Это самый лучший вариант. Бегай, бегай. Я-то не устану. Далеко меня не оставляет. Запыхалась уже. Че, запыхалась немножко, да? Умкочка. Умочка. Запыхалась, Умка? Умка. Запыхалась, да? Запыхалась немножко. Все, добрались до озера. Это другое озеро, совершенно другое, где я здесь не рыбачил еще. Тут места подходящего нету, чтобы на коляске подъехать. Умка здесь возле, пускай побегает. Но что-то не отходит от... Прошлый год здесь тоже гулял. Оказывается, вот на том берегу медведь ходил. А Умка, она это чует и далеко от меня не отходит. Здесь пускай побегает. Я постою. Ей нравится здесь бегать. Что-то там букашки всякие вот ищет. Свои дела у него. У нее, вернее. Травы всякие, коренья ищет, кушает. Витаминки. Кто-то говорит, что все уже, с гнезда уже птицы ушли. На гнезде уже нет их. Тем более там водоплавающие, они уже собираются в стаю. 21-го после Прокопия они все на крыльях уже. О, что-то наш. Что интересно, там прыгая даже ищет. Или мышь какая-то, или кузнечик же, как тоже сама тоже как кузнечик прыгает. Сегодня как с утра выехала, она ждет, она привыкла уже, как если я выезжаю на коляске, значит будет прогулка у нее. Ой, мошкара и комары.
достает меня тоже. Вот это поле я показывал, там трактора, когда косили, уже все убрано, все чистенько, все ровненько. И гуляем такой. Ну, красота тут. Потом на каждое озеро уже мостик не буду делать. Где-то там наша бандитка. Пускай немножко подустанет. Вот она так не устанет. Надо ей вот, чтобы бегать за машиной бы, да, устала. Но она, видишь, играется здесь. Пускай играется. Хвост у нас не закручивается, это не лайка. Хвост висит волчьим хвостом. Прямой. Интересно даже мне. У меня все собаки были с калачом хвосты, а у этой как бы лисий или волчий, не поймешь. Я хочу показать вам елка, и на елке очень много шишек в этом году. Прям усыпаны вон. О. Прям усыпана елка этими шишками. Эти шишки, друзья, знаете, какая цепочка будет? Эти шишки поклюют клесты. Поклюют клесты. И еще белки. И они все не съедят. Все равно семена будут падать на снег. И птица будет кормиться. Птица будет кормиться вот этими мелкими орешками, ну, вот этих шишек, семенами этих шишек, да. А она, знаете, какая питательная. И когда шишек много, то есть на следующий год только рябчик очень жирный осенью. Ну и вся, не рябчик, не только рябчик, там другая птица, потому что они переключаются на вот этот питательный корм. Ну, как говорится, орехи, ведь они очень питательные, ну и семена шишек еловых тоже очень-очень питательные. Но надо сначала к листам и белкам это все расчистить. Они щелкают чистят эти шишки, и умка бегает, резвится. Пускай мы побегаем, погуляем немножко хотя бы. Решил, друзья, показаться в кадре, потому что все время снимаю как бы со второго плана, все кого-то показываю, сам все реже и реже снимаюсь. Вот, а я думаю, дай-ка вот я в тенечке на фоне леса посижу здесь. Умка здесь рядом, вон бегает. Пускай побегает еще. Но она тоже устала, она просто выкладывается, она начинает бегать. А я-то что, я сижу на коляске, да. Что-то еще и харкает еще. Что ты там проглотила? Короче, что я хочу сказать, у меня видео там то больше Маша снимает, то еще что-то. Потому что я не стараюсь выходить. В село практически не выезжаю вообще. В сторону Нившира вообще не езжу. Потому что у нас очень много больных появилось коронавирусом. Еще так и добрался до глубинок этот вирус. И кто болеет, кто в реанимации, кто в больничке просто лежит, кто уже есть умершие тоже. И не хочу эту заразу подхватить. Лучше я здесь на природе погуляю. Я частенько гуляю, но снимать иногда тоже не хочу. Просто однообразная съемка. Идешь, например, едешь на коляске, впереди камера снимает и умка бегает. Тоже не хочется снимать, потому что по результатам просмотров я вижу, что чисто вот умку снимать тоже не очень охота. Там поснимали 5 минут, посмотрели, люди увидели, что подписчики, зрители увидели, что все нормально с умкой, жива, здорова. Им вроде этого достаточно. Вот. Я еще немножко погуляю, потом с умкой погуляем, и потом уже будем с дома включаться.
так-то после дождика вот очень свежо так. Хорошо, что не затянулся этот дождь. Полил немножко и все. Ну, мы с Умкой дальше гулять будем. Красота вообще. Мошкара интересно. Иной раз остановишься, накинуться. А вот здесь стал, их сначала было много, а потом что-то куда-то пропали. Их нету сейчас. Или ветер обдувает. Но тоже затишье есть тоже, да, не мешаются. Вот. Вот так, друзья. Вот такие мои прогулки. Ну, хочу сказать, что вот, может, кто вот, как бы, ну, нет у них ограничений, конечно, слава богу. Они не понимают, этого не понимают, может. А вот у меня есть зрители, которые, ну, тоже, как я, вот, передвигаются на колясках, еще что-то могут, может, даже и дома сидят. Они понимают, что это дорогого стоит для меня. Вот так выбраться, просто одному, взяв собаку, просто на природу выбраться. Это очень классно, это очень здорово. Для души моей вообще. Я еду, лес, озеро, воздух свежий, небо прекрасное. Вообще чудесно, друзья, чудесно. Не бы собаку еще верную, вообще не верная. Но я ее люблю, очень люблю. Все, заканчиваю болтовню. Дальше поедем с Умкой гулять. Умка меня потеряла. Я убежал специально, она зашла в лес, я убежала. Сейчас найдет или нет меня. Сейчас посигналю. Ничего себе бежит. Че? Потеряла ты меня? Умка. Потеряла меня, да? Ну, у тебя... Хотя у меня тоже 4 колеса, но ты быстрее меня, шустрее. Вот смотрите, какая красота здесь. Тоже озеро. Здесь уже лес, солнце видно. Вообще красота. Мы уже на обратном пути, так сказать. Пускай она сейчас, Умка, к воде спустилась, пускай воды напьется. Умка вот отстала, сейчас я постепенно приучаю ее, чтобы она команду от меня ко мне, чтобы она выполняла, так не слушается. Лок! Ко мне! На! Молодец, Зюлита! Зюлита меня! Зюлита! Сейчас я считаю, на! Сейчас еще шоколадчик. Она сушки очень любит. Эти миниатюрные сушки, малышку. Прям на гостинице. На. Вот тебе гостиница. Молодец, какая, молодец. Молодец. Ну все, вперед. Давай, при. Умка, при. Умка, при, давай. Ну, может быть, со временем еще привыкнет к таким командам. Звуковым хотя бы и вот с угощением. Мы, друзья, уже у речки. Возвращаюсь домой уже по дороге. Умка так вперед ускакала куда-то далеко. Я свернул, поснимаю речку, вон остров такой образовался. И русло перешло на задний план острова там. За островом идет основное русло. Здесь очень мелко с этой стороны. Но вроде около берега еще нормально так. Речка совсем обмелела. Вообще. Не знаю, как даже на лодках ходят, но вообще. Дождей практически нету. Вот так наша красавица течет. Каждый день.
Прикинь, если вот так подумать, изо дня в день, из года в год, из века в век течет река, течет и течет. Когда-то очень богатая была рыбой. Сейчас, можно сказать, очень бедная. Не просто бедная, очень-очень бедная. Дальше потом здесь сплав, раньше сплавляли по этой реке лес. По этой реке потом до Вишеры, с Вишеры на Вычегду и дальше. Как такового вывозки леса, чтобы автомобильным транспортом не было, только моревой сплав был. Не знаю, что-то разговаривают, чтобы возобновить это все. Я не знаю, даже это к лучшему или не к лучшему. Скорее всего, даже, наверное, и к лучшему. Потому что как только перестал быть моревой сплав, река начала мелеть, сильно обмелела вообще. Вечер прекрасный. Сижу возле реки и... Ну, надо ехать домой. А то у меня там умка куда-то совсем убежит потом. Все, друзья, доехали уже мы до дому. Умка на месте, в вольере. Недовольная, не нагулялась. Ну, вроде как я смотрел, да устала уже, а все равно. Маша где-то... Маша, ты где? Смотрите. Да, она все еще там что-то купается. Не устала ты целый день там сегодня купаешься? Я же не целый день, дождь же был, потом заходила. Ну, после дождя вместе же потом вышли, я с сумкой прогулять, она обратно на улицу. Ладно, я домой заезжать. Пошли со мной. Вот посмотрите, какая ботва, еще покажу. Почти в рост человека ботва. Вот это ботва у нас в этом году. Смотрите, да? А может это даже и не к лучшему, потому что когда ботва высокая, тоже силы уходят на ботву много. Но картошку вот люди, которые пробовали, сказали, что уже... Крупная, да? Яйца и нормальная картошка вроде бы. Ну да, брат показывал, тоже картошка уже нормальная. Мы еще вот не пробовали, а надо бы тоже попробовать. Нет, 2 августа. Разрешения не даю до 2 августа тронуть картошку.